Добрый день, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Меня зовут Наталья Цимербаева, я главный редактор «Кактус Медиа». У меня сегодня очень важная, интересная собеседница, и то, что она скажет, интересует, наверное, каждую семью в Бишкеке, потому что это начальник управления образования Назгуль Азатбековна Лосникова. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Вас назначили 15 сентября, еще нет месяца. Да, нету. Давайте сначала познакомим наших подписчиков с вами, ваше образование, где вы работали раньше. Я закончила Кыргызско-Российский славянский университет, и также я закончила Кыргызскую государственную юридическую академию. Я всю свою сознательную жизнь проработала в системе образования, то есть я начинала работу с Кыргызского национального университета. Последняя моя работа была это администрация президента, то есть я непосредственно курировала систему дошкольного и школьного образования. То есть сразу после университета вы работали в университете? Я начала свою трудовую деятельность в университете. А кем вы там работали? Я работала специалистом координационного образовательного центра международного сотрудничества. И далее я уже работала в Министерстве образования, уже на различных должностях, в различных отделах. То есть вы все время работали как бы менеджером в системе образования, который курирует вопросы взаимодействия? Да. А вам, это вот почти все СМИ вынесли в заголовок, что вам всего 30 лет. Почему именно вас назначили на эту должность? Ну, это, наверное, больше вопрос к руководству мэрии, потому что меня пригласили, предложили поработать, и я согласилась. Вам просто вот так сказали: Назгуль, давай. Или спросили, спрашивали бизнес-план, какой-то не бизнес-план, план развития сферы? Здесь учитывали также работу, наверное, в последнюю мою деятельность. Я почти 4 года работала в аппарате правительства, работала с системой дошкольного, школьного образования, вплотную работала также с мэрией города Бишкек. Там поднимали мы проблемы такие переуплотненности, нехватки кадров, зарплаты и так далее. То есть эти все моменты также учитывались, и поэтому меня также и пригласили. Не было страшно, потому что хозяйство вам досталось нелегкое? Да, ну, естественно, каждый человек, когда идет на новое рабочее место, тем более руководителем, конечно, немного страх есть. Но я готова работать, поэтому и пошла, и согласилась. Давайте объясним нашим подписчикам, за что именно вы отвечаете. То есть вы подчиняетесь мэрии, а не Министерству образования. Вот за что отвечаете вы, как управление образования, за что отвечает Министерство образования? Управление образования, да, это структурное подразделение мэрии города Бишкек. Она отвечает за выполнение государственного образовательного стандарта в сфере школьного и дошкольного образования. Мы также проводим качественный и количественный анализ образовательных организаций. Мы создаем базу данных по образовательным организациям, проводим итоговую государственную аттестацию. В плане взаимодействия с Министерством образования мы с Министерством образования контактируем по всем вопросам, но большую часть мы контактируем с Министерством в части выполнения государственного образовательного стандарта. Вот в этом плане. И сколько у нас садов, школ, учителей, учеников? Сколько у вас? У нас всего в системе по городской системе образования 192 образовательные организации. Это 97 школ, 90 детских садиков, 5 творческих центров. У нас обучают... Творческие центры — это то, что раньше назывался Дом пионеров, да? Да, это внешкольная образовательная организация, то есть кружковые работы, внешкольная деятельность. Балажан, СИТЭК к ним относится? Это система Министерства образования, у нас районные центры образования. А так, да, это вот к этому и относится. У нас обучается по предварительному комплектованию на конец сентября месяца, это порядка 175 тысяч учащихся. Из них 17 тысяч — это первоклассники. То есть у нас школы переполнены в 2 раза. То есть на 97 школ у нас 17 тысяч первоклассников? Да, это предварительное комплектование. И какие школы, и сколько у нас детей? Вот вы знаете, мы спрашивали, у нас есть классы, где 68 детей в первом классе.
Мне кажется, что учитель просто не способен запомнить, как их зовут, не то что научиться. Да, ну это основная проблема. Это, во-первых, несоответствие Санпину. Ну, эта проблема есть. Мы как-то вносим тоже предложение, что нужно нам и пристройки, и строить новую школу в первую очередь, особенно в окраине города, даже в массивах, откуда у нас в основном поток учащихся и идет в центральные школы. Вот, кстати, о пристройках. Нам все время жалуются 12-я школа. А мы ее открыли. Открыли? Да. Точно? Да. Спасибо. Мы сами участвовали там, вместе с Акимом открыли школу. Все остальные пристройки уже открыты. Остальные вы какие имеете в виду? Еще есть у нас пристройки, которые... Вот 5-я школа, это ваша пристройка, нет? 5-я школа относится к Министерству образования, понятно. Поэтому это туда больше вопрос. У нас сейчас... 24-я работает пристройка. Да, которую вот они сами. И у нас на подходе пристройка 72-й школе. В 72-й школе идет. Ну и есть ряд школ, у которых начаты были строительство этих пристроек, но они пока не завершены, пока я не могу точно сказать, когда они откроются. Еще нам звонили из 47-й, кажется, школы, я могу уточнить. Они рассказывали, что сидят по трое за партой, что им просто не хватает парт. Ну, вопрос материально-технической базы – это также основная проблема в наших школах и также в детских садиках. То есть действительно денег не хватает на закуп этих мебели в первую очередь. Поэтому этот вопрос мы также вот сейчас у нас управление прорабатывает, проводит тендеры на закуп мебели, но 47-ю школу мы должны посмотреть, сколько мы туда предусмотрены ли финансовые средства и сколько туда мебели. Давайте я уточню, чтобы вот, насколько я помню, 47-я школа, но я могу ошибаться. Хорошо, я вам скажу, кто именно нам звонил и писал. Давайте вы еще расскажете, на что им получают школы деньги из бюджета, потому что очень часто родители говорят: положено мне бесплатное образование моему ребенку, вот выйти и положите, я больше ни за что платить не буду. Давайте честно расскажем, на что получают деньги наши школы. Ну, во-первых, нужно сказать, что система образования, она финансируется по нормативному принципу финансирования. То есть школа финансируется исходя из того, сколько учащихся в школе. То есть, например, по городу Бишкек средний норматив должен составлять 13 тысяч сомов. То есть в эти 13 тысяч сомов входят учебные расходы, учебники, заработная плата учителя, отчисления, текущий ремонт. Но фактически у нас финансируется 9 тысяч на учащегося. Но это предварительные данные, мы пока в общем среднем взяли это статистические данные. Большая часть средств направляется на заработную плату учителей. Какая-то часть у нас остается, вот у нас районный центр образования объявили тендер на учебники, проведены текущие ремонты, учебные расходы какие-то закуплены, вот, то есть это мел, тряпки и так далее. Но этих денег фактически нам не хватает. То есть, ну, так можно открыто сказать. Вот. Значит, зарплата, небольшой процент на мел и тряпки, которых, я так понимаю, тоже не хватает, и ремонт мест общего пользования. Текущий ремонт. Мест общего пользования. То есть на классы ремонт денег не выделяется. Выделяется коридор, столовая, туалеты. Ну, выделяется уже исходя из потребностей школы. То есть как они уже скажут, что вот нам нужно вот эту часть отремонтировать, вот и ремонтируется, получается. Где-то меняют двери, например, есть школы, вот им деньги выделяют, они говорят: хорошо, нам лучше двери поменяйте, вот они двери меняют вот в таком формате. Сколько получает учитель? Такую размер оплаты мы не можем сказать, что в среднем сколько получает учитель. У нас заработная плата учителя зависит от того, какая у него часовая нагрузка, во-первых, и какой у него уровень образования. То есть, например, по постановлению правительства, если у него среднее профессиональное образование, то он в час получает 78 сомов. А если у него бакалавриат, то это порядка 87 сомов в час. А если специалитет или магистр, то это 97,5 сомов. Здесь также добавляются коэффициенты за
внеурочную работу, то есть проверку тетрадей и так далее, повышение мастерства. Вот эти все моменты прописаны в постановлении правительства. Но, например, я могу сказать, что 10 лет назад заработная плата в среднем у учителя составляла 3500 сом. То есть сейчас эта сумма варьируется от 14 тысяч до 17 тысяч сомов. Это то, что он получает из, так скажем, из бюджета? Да. Еще какую-то, все-таки, давайте, да, мы все это знаем, еще какой-то процент ему доплачивают вот за счет этих самых родительских взносов. Ну, то есть вот от 14 до 17 получает учитель, который проверяет кучу тетрадей, врач находится с нашими детьми кучу времени. Администрация получает больше. Администрация также получает... У них тоже фикс какой-то, фиксированный? У администрации школы, у директоров и заучей, у них определенный должностной оклад. Это тоже установлено, но он зависит от того, сколько учащихся в школе. То есть, ну, например, у нас в школе, в каждой школе, наверное, более 1800 учащихся, а по постановлению, если более 1800 учащихся, то, например, если не ошибаюсь, директор школы, у него должностной оклад это где-то 12 тысяч сомов. Но при этом... И там уже не важно, вот больше 1800, и там уже не важно, 5 или 2000, не важно. Только этот предел установлен, но при этом и директора, и заучи имеют право и на преподавательскую деятельность, то есть они еще и почасовую могут также получать заработную плату. У нас есть обычные школы в Бишкеке, а есть так называемая школа с особым статусом. Это гимназии, лицеи. Раньше у них были доплаты, то есть и учителя больше зарплату получали, и школы получали больше там, на что-то еще. Вот сейчас такие привилегии есть у школ? Да, если у них есть статус лицея или гимназия, у них есть определенный коэффициент. То есть им доплачивается этот коэффициент. Учителям тоже, да, которые там работают. Как часто школа должна подтверждать? Вот раз в 5 лет, по-моему, раньше это было. Да, это получается, они проходят аккредитацию, но аккредитацию у нас проводит Министерство образования. То есть если есть подтверждение того, что система вот этой школы соответствует тому, образовательному стандарту, то уже, соответственно, выносится решение о том, что она может продолжать деятельность в таком же формате, а если нет, то уже там применяются какие-то меры уже. Но это уже соответствует с нормами, постановлениями, которые регулирует само Министерство образования. Вы представитель уже нового поколения, того самого поколения, которое вы выросли уже с этими гаджетами. И я думаю, это одна из причин, почему именно вас назначили начальником управления образования, потому что в любом случае решать проблему с онлайн-обучением, с компьютеризацией вам придется. Вот что вы предполагаете сделать в этом направлении? Ну, я надеюсь, что мы не будем переходить больше на дистанционное обучение. Мне кажется, что все на это рассчитывают. Да, надеемся. Но в этом плане у нас тесное сотрудничество с Министерством образования. То есть с чем мы столкнулись в ходе дистанционного обучения? Это в первую очередь банальная нехватка самих гаджетов, ноутбуков, компьютеров и так далее. То есть в семье, где, например, 3-4 детей, и на 4 детей 1 телефон и 1 компьютер, это тоже невозможно. Столкнулись с проблемами видеоуроков, когда, например, уроки иногда не выходили по расписанию, да, или не выходили по тому каналу, который был указан в расписании. То есть вот эти моменты мы можем, сейчас у нас есть возможность, пока у нас есть офлайн обучение, мы можем эти моменты как-то подчистить, подправить, вот эти моменты тоже изучить. Но сейчас также продолжается работа по записи видеоуроков учителей, поэтому в этом плане мы пока будем также работать с Министерством образования и, наверное, пока будем работать над недочетами, которые были выявлены во время дистанционного обучения. Ну, смотрите, компьютеризация предполагает не только переход на онлайн-обучение, да, введение электронного дневника, того самого, это тоже компьютеризация, доступ к онлайн-учебникам, чтобы это не было так сложно, этот процесс скачивания. Кроме того, у нас достаточно высокий процент
детей, которые не могут посещать школу в силу здоровья. Да. Школы наши не приспособлены для особенных деток. Они вынуждены учиться из дома. И для них онлайн обучение это единственный выход получить образование. Вот что делается с этой точки зрения? Ну вот насчет детей с особенными образовательными потребностями я хочу сказать, что у нас есть, во-первых, надомное обучение. То есть если ребенок не может физически присутствовать в школе, там выдается заявка, со школой заключается договор, и учитель ходит к нему домой. То есть он обучает его так же, как и в школе. Во-вторых, для детей, которые могут присутствовать в школе, но исходя из своих образовательных потребностей, для них у нас, например, в 6 школах функционируют коррекционные классы. В каких школах? Номера школ я точно не могу сказать. В 11-й, вот я знаю, просто мы живем в этом районе. В 11-й, в 3-й школе точно есть. Вот. Для этих детей предоставляются соответствующие условия для обучения. То есть если ребенок может обучаться, то он может спокойно пойти в эту школу. То есть у нас в каждом районе эти школы есть. То есть, соответственно, мы там можем предоставить обучение. Он должен пройти какую-то медицинскую комиссию, да, ребенок? Да, есть комиссия у нас специальная, они направление дают, и все направляется на обучение в эту школу. Что про электронный дневник? Про электронный дневник у нас сейчас во всех школах есть электронный дневник. Но насчет электронного дневника у нас были планы с руководством мэрии, мы также это на прошлой неделе вопрос поднимался, чтобы обсудить этот вопрос, чтобы как-то была единая система в этом плане. Ну, пока это в планах, мы обсуждаем это. Но он будет развиваться. Да. Вот, пользуясь случаем, я вам расскажу, почему электронные дневники терпят фиаско в наших условиях. Дело в том, что учителя не умеют заполнять, не умеют пользоваться. Бывали случаи, что вот, учитель ставит оценку, у нас такая система работает, то есть вот у ребенка 2 четверки за четверть. По 2 четверкам он выставить оценки не может. И он ставит от фонаря, да, у него 60 детей в классе, пусть даже 45. В электронном дневнике это не отображается. Вот эта система была очень неотработана. Родители возмущаются еще с какими-то оплатами, с тем, что они не могут зайти. У них очень много вопросов. Опять же, если вы хотите, мы тоже все это оформим вам отдельными жалобами. Да, конечно, давайте нам дополнительная информация, конечно же, не помешает, но вот эту систему также доработать нужно. Потому что некоторых учителей я тоже слышала, что заставляют и в электронном формате заполнять, и в журнале заполнять, а потом этот журнал куда-то передавать. Но это тоже вот такие проблемы, с которыми нам нужно поработать, которые нужно и отработать, и решить. Поэтому вот мы будем... Вы лично что считаете главной проблемой нашей системы образования? Я считаю, что там вообще больше проблем, чем все-таки вот главная какая? Ну, главная проблема – это переуплотненность. То есть причиной, конечно же, все в курсе, это внутренняя миграция. У нас очень большой поток учащихся, например, с той же Чуйской области. То есть близлежащие районы, города, они все приезжают к нам в город обучаться. То есть если у них даже в городе есть, например, 3-4 школы, у них там некоторые школы даже не заполнены. Все едут к нам обучаться. То есть вот это самая основная проблема, нам нужно строить школы, либо хотя бы пристройки к школам, которые очень переполнены и которые востребованы среди населения. Во-вторых, это у нас нехватка квалифицированных педагогических кадров. На начало месяца сентября это было порядка 400 человек у нас не хватало. Сейчас мы провели мониторинг, это где-то 274 педагога у нас не хватает. В основном у нас педагоги не хватает с русским языком обучения и, конечно, предметники естественно-математического цикла. Это основная у нас потребность. То есть из-за, можно сказать, такой недостаточно высокой заработной платы у нас идет отток кадров в частные образовательные организации, либо за рубеж они все уезжают. То есть это у нас вот 2 основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Ну и третья, конечно же, проблема материально-технической базы. На что в основном с родителей собирают, да, деньги. То есть это мебель, компьютеры, там картриджи элементарно поменять, да, на все, да, доски, мелы и так далее. Вот эти 3 проблемы у нас сейчас в повестке стоят основные.
А еще знаете, какая есть проблема? Я вообще по образованию не журналист, я по образованию филолог, преподаватель русского языка и литературы. Когда я училась, я работала в школе, и всю свою жизнь моя основная тема – это проблема образования. И я должна сказать, я вижу, как меняется взаимодействие учителей с нами. Учителя все больше и больше боятся говорить. Это тоже да, есть. Директора говорят только анонимно. Учителя говорят только анонимно. Вот, вы знаете, для меня кажется, что как только учитель перестанет бояться, вот у нас в системе хоть медленно что-то изменится. Вот вы человек молодой, прогрессивная, я надеюсь, измените ситуацию к лучшему, для того, чтобы, во-первых, учителя звонили не нам, а вам, и чтобы они не боялись говорить о своих проблемах. И тогда мы надеемся, что мы вместе с вами изменим к лучшему. И все-таки вот из того, что сейчас у нас есть, вот что вы какими-то же вы что-то, какие-то основные шаги у вас есть, первые, вот что вы первым начнете делать на своем посту, вот что сразу будете решать? Ну, я думаю, сейчас пока об этом говорить рано, потому что если будут какие-то изменения, улучшения, я надеюсь, вы это сразу почувствуете. Поэтому пока что так давайте. Пока не будем, да, говорить? Да. Пока заранее не будем говорить, да. Что у нас с учебниками в школах? Ну, учебники — это тоже отдельная проблема, отдельная категория. Это у нас 72% обеспеченности по городу Бишкек. Но фактически я тоже вот разговаривала с директорами школ. В обиходе используют они также и учебники российские тоже, потому что и нехватка идет очень сильно, особенно по естественно-математического цикла. Вот такая ситуация у нас пока. Мне причем кажется, что вот за этими 72%, да, я все время тоже о ней слышу, это такая немножко лукавая цифра, сейчас я объясню почему. Потому что в эти 72 входят и те учебники, которые, например, в моем детстве, когда я уже была школьницей, их бы давно списали. Да? У нас там было все строго, 5 лет отучились, все, списываем. Кроме того, вот мне только что звонила подружка, спрашивала, у вас есть учебник по математике за 5 класс, российский? Я говорю, есть. Потому что у них в школе учебник наш, изданный вот недавно на этот грант, а учителя не хотят по нему преподавать, они недовольны этим учебником. Это математика? Математика. Какой класс? 5. 5. Вот. То есть учебник как бы есть, формально он входит в эти 72%. Но фактически родители пошли и купили учебники, и таких по английскому, да, вот, по математике. Таких примеров очень много. То есть вот радиноведением, понятно, мы учимся по своим, потому что чужие учебники нам просто не подходят. История нам просто не подходит, чужие учебники. А вот такие науки мы предпочитаем учиться по своим. Но это не ваше, да, это не ваше. Но это больше компетенция Министерства образования. Да. Здесь и право голоса вы тоже, управление образования не имеете. Оно имеет право, потому что у нас в основном работа управления также входит и методическая работа. То есть у нас есть целый отдел, который сейчас вот на данный момент, например, Министерство образования готовит учебники, тоже физико-математического цикла, и наши методисты помогают им в данном плане. То есть они участвуют в разработке этого учебника, в экспертизе. Ну, я надеюсь, что будет хороший учебник. Частные школы не входят, да, в ваш? Нет, они все в Министерство образования относятся. Тем не менее, смотрите, прозвучало предложение лишить их налоговых льгот, потому что, понятное дело, что особенно в Бишкеке частные учреждения сильно решают вопрос перенаселенности, перенасыщенности как детских садов, так и школ. Вот что ваше личное мнение? Ну, мое личное мнение, их не стоит
лишать таких привилегий. Потому что почему это было сделано, если я не ошибаюсь, в 2015 году, чтобы частный сектор стимулировать, да, открывать детские сады в первую очередь и школы. Они, конечно же, у нас частные образовательные организации, они разгружают наши государственные школы и детские садики, поэтому, мне кажется, такие привилегии стоит оставить частным образовательным организациям. А у вас есть дети? Пока нет. Соответственно, у вас нету никого, кто учился бы в школе или в детском саду. Я к этому задавала вопрос. И такой вот очень сложный для чиновника вопрос. Как вы относитесь вот к этим добровольно-принудительным взносам? Ну, я как госслужащий, то есть муниципальный служащий, могу сказать то, что в соответствии с законодательством у нас бесплатное образование. Мы эти обязательства должны выполнять. Поэтому образование должно быть бесплатным. И, соответственно, если вы недавно слышали о том, чтобы узаконить эти поборы, у нас тоже руководство страны это не поддержало. Поэтому мы будем тоже работать в этом направлении, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию в школьном секторе. То есть, если я, как мама школьника, говорю, что нет, я не буду платить, я имею на это право. Вы имеете право. А теперь, если говорить по ситуации сложившейся, вот все родители сразу же перестали платить. Что, как? Что будет с нашей системой? Ну, это, конечно же, родительская помощь, она была лучшим выходом для каждой школы. То есть благодаря и родителям мы смогли поддержать и школы, и детские садики. Но в данном случае я надеюсь, что мы придем к такому выходу в ближайшее время, что и родители могут и не платить за школу. Так что в таком формате. Я вам напоминаю, что у нас в прямом эфире начальница управления образования Назгуль Лосникова. Мы говорим, естественно, об образовании. Еще раз напоминаем вам, что бесплатное образование в нашей стране гарантируется, поэтому если вы не хотите платить, то вы имеете на это право, но при этом мы все понимаем, что на данном этапе софинансирования школ недостаточно, но еще раз подчеркнем, образование в нашей стране бесплатно. И если человек не может платить, не хочет платить, но его заставляют под разными предлогами, что делать? Его заставить не могут. Во-первых, у нас действуют и приказы Министерства образования, и приказ Управления образования о том, чтобы ни администрация, ни педагогический состав школы, они не вовлекались в этот процесс. То есть это все должны решать отдельно родительские комитеты. На то и существуют при школах общественные фонды, которые действуют в соответствии с законодательством. Заставляют другие родители. Но это уже пускай родители сами решают на своем уровне. То есть в этот процесс у нас администрация школы и педагоги не должны вмешиваться в первую очередь. Если учитель оказался вмешан, то можно пожаловаться. Если есть факты, пожалуйста, да. Вам? В смысле в управление образования или в районный центр образования тоже. И будут приняты меры? Да. Понятно. Мы с вами встречаемся в преддверии Дня учителя. День учителя завтра, да? Да. То есть вот мы напоминаем, кстати, он долгое время был в первое воскресенье октября, а я не помню в каком году, но его перенесли, он стал 5 октября, то есть он завтра. Вот. Что прекрасная возможность пожелать нашим учителям, чего бы вы могли им пожелать в преддверии их профессионального праздника, учитывая, что вы теперь должны обеспечивать им условия для работы. Но в первую очередь в такое нелегкое время я бы хотела пожелать нашим педагогам крепкого здоровья, потому что благодаря нашим учителям наши дети могут обучаться, наше будущее поколение воспитывается. И, во-вторых, я бы хотела пожелать терпения и сил,
потому что учащихся очень много, но мы на вас надеемся. У нас очень хороший и качественный педагогический состав в городе Бишкек, поэтому и к нам все и рвутся со всех регионов. Поэтому терпения вам, сил и крепкого здоровья. Спасибо вам большое. Может быть, на какие-то вопросы я вам не задала, которые вы хотели рассказать нашим подписчикам. Вы можете обратиться к родителям, к учителям, к педагогам, к учащимся. Таких вопросов нет. Спасибо вам большое, что вы нашли время. На самом деле, я, как человек, много лет занимающийся как журналист проблемами образования, я это очень ценю. Это говорит о том, что может быть управление образования и система образования будет открыта. И для нас, журналистов, совершенно открыто. Будем честно говорить о проблемах, существующих в системе образования. Мы желаем вам успехов, потому что от успешности вашей деятельности зависит будущее наших детей, наше будущее всех в целом. Спасибо вам большое, что пришли. Дорогие педагоги, пользуясь случаем, и я поздравляю вас с вашим завтрашним профессиональным праздником. Я говорила, что я короткое время работала в школе, у меня мама преподаватель, так что я прекрасно понимаю, какой непростой труд вам достался. С праздником вас, и, как сказала Назгуль Азатбековна, главное вам терпение и благодарных учеников. Спасибо вам большое. С вами была главный редактор «Кактус Медиа» Наталья Тимирбаева и начальница управления образования Назгуль Лосникова. Спасибо вам. Спасибо вам.